В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. О том, что статистика знает все, говорили еще Ильф и Петров в романе «12 стульев». И действительно, нет такой стороны общественной жизни, которую бы не изучала статистика. Органам статистики Якутии 23 сентября исполняется 165 лет. Именно в этот день был создан Якутский областной статистический комитет. Об истории и ее настоящем, о том, какую роль в нашей с вами жизни играют цифры, мы поговорим сегодня с гостем студии, руководителем САХА Якутия-Стат Ириной Кулунтаревной Гаевой. Ирина Кулунтаревна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Органам статистики, как было указано ранее, 165 лет. Как велась статистическая работа тогда и насколько изменились сегодня содержание и методы работы? Действительно, в первые годы своего образования статистика наблюдала только в основном информацию о жизни населения. Изучались пол, возраст, болезни, различия в званиях, в языках, в образовании. Изучались причины господствующих болезней в то время, вызванных нравом и образом жизни населения. Ну и собирались, конечно, первичные данные. Не было такой распределенной и разветвленной сети, как сейчас. Данные выбирались из уже существующих источников, из уже готовых первичных данных, таким образом поступали в статистику. Ну и кроме того, через учителей на местах и других агентов информация выбиралась необходимая и передавалась в органы статистики. Ну и способы передачи данных, конечно, были соответствующие такое время: ямщиками, по тракту и так далее. И даже можно привести пример. Первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 году, сбор данных по ней осуществлялся целый год. А теперь, конечно, статистика, как вы уже сказали, изучает буквально все стороны нашей жизни. Это начиная, например, от рациона питания человека и до объемов валового регионального продукта. Ну и способы передачи данных, конечно, совершенно другие. У нас работают цифровые каналы данных, по которым мы передаем информацию. Предприятия нам не начинают, а уже передают отчеты в электронном виде. Даже сравнивать нельзя. Современного человека, наверное, больше, чем раньше, окружают цифры, и даже экономику мы в наше время называем цифровой. Любые данные, в том числе и статистические, можно посмотреть одним кликом. Такая доступность, на ваш взгляд, помогает или, наоборот, мешает вам? Конечно, помогает. Помогает не только нам, работникам статистики, но помогает всем нашим пользователям. Круг пользователей, круг получателей и всех, кого интересует статистическая информация, крайне чрезвычайно велик. Это и органы исполнительной власти, это научные работники, это студенты, это организации, ведущие маркетинговые исследования, это студенты, граждане и так далее. И вот благодаря тому, что информация у нас размещена в открытом доступе, а именно в сети интернет, они могут своевременно получить в полном объеме необходимую информацию, при этом не увеличивая нагрузку работника органа статистики. Нагрузка у нас, поверьте, и так чрезвычайно велика. Поэтому это все правильно, так и должно быть. А сколько человек работает над статистикой в Якутии, в частности? Статистика в Якутии, штатных работников работает 303 человека. У нас, значит, есть головная организация в городе Якутске, чуть больше половины работает здесь, в Якутске. И в каждом районном центре у нас есть свое подразделение. Там тоже работают наши работники. Кроме этого, для проведения разного рода обследований мы нанимаем большую армию временных работников по гражданско-правовым договорам. Мы проводим с ними обучение. Вот если даже не считая переписей, в год мы примерно нанимаем где-то около больше 1000 человек. Представляете, с которыми мы с каждым индивидуально работаем, которых мы обучаем, контролируем их работу, которые сдают работу, проверяем и так далее. Это я говорю, не считая переписей. В годы проведения переписей количество их прямо многократно увеличивается. А говоря о сборе данных, как скооперировать работу между всеми вот этими филиалами, организациями и наемными сотрудниками? Здесь существует специально разработанная, во-первых, методология, во-первых, существует определенный порядок, целый алгоритм действий, что делают временные работники, что делают постоянные работники наши на местах в районных центрах, каким образом и в каком виде они передают информацию сюда, в головную организацию, и, соответственно, как мы передаем в Росстат. Для этого у нас есть федеральный план стат-работ, есть производственный план стат-работ. Статистика – это одна из самых четких организаций, режим и график работы расписан, который до минут. Владимир Соколин, бывший руководитель органов статистики, как-то в интервью сказал, что среди чиновников растет соблазн манипулировать официальными данными. По вашему мнению, действительно ли есть такой соблазн и такие попытки, и как вы им противостоите?
Я бы сказала совершенно про другое, и вижу эту проблему, и вообще работники статистики видят проблему в другом. Объем статистической информации, подготавливаемый нам, чрезвычайно широк и велик, и поэтому неподготовленному пользователю трудно разобраться и правильно интерпретировать тот или иной показатель. Вот здесь. И поэтому, значит, мы постоянно работаем над повышением статистической грамоты наших пользователей. Мы проводим совещания со специалистами отраслевых министерств. Мы работаем со специалистами предприятий, которые сдают нам отчетность. Мы работаем со студентами, мы работаем даже со школьниками, мы проводим дни открытых дверей. И еще, что самое главное, вся наша статистическая информация сопровождается методологическим описанием и комментарием, для того, чтобы не было неоднозначных и неправильных пониманий и толкований. А в связи с этим такой вопрос: за неправильное толкование или за искажение данных статистики какими-либо органами государственной либо негосударственной власти предусмотрена ответственность? Ну, это, видимо, та ответственность, которая предусмотрена в отношении средств массовой информации, которые опубликовали. Вообще в нашей республике, еще раз обращаю внимание, таких случаев, как правило, не было. И тогда по этому вопросу еще хочу добавить. Кроме федерального плана статработы, того перечня информации, который мы подготавливаем по заказу правительства Российской Федерации, у нас еще очень большой объем информации, который мы подготавливаем дополнительно по запросу наших органов власти Республики Саха-Якутия и правительства. И вот это та информация, которая позволяет более детально проанализировать, более детально рассмотреть те показатели, которые разрабатываются по федеральному плану статработ. То есть у нас настолько детальная и настолько подробная информация, которая, в общем-то, объясняет практически каждый показатель. Там все понятно и прозрачно. Статистика в настоящее время один из самых прозрачных институтов. Тем не менее, ваши данные кто-то проверяет? Конечно. Нашими самыми подробными данными снабжаются и пользуются отраслевые министерства, которые, как вы понимаете, сами очень компетентные в своей области. И вот ими-то наша информация подробно анализируется, проверяется. Ну и вот тут мы работаем с ними вот в полном взаимодействии. Да. А какие данные являются закрытыми для рядовых граждан? Нет такой информации, которая бы была закрыта отдельно для рядовых граждан. Есть, в принципе, закрытая информация, это сведения, отнесенные к гостайне. С 1 октября стартует пробная перепись населения. У нас она пройдет в Хангаласском районе. С чем связан выбор района? Да, немножко скажу вообще про пробную перепись. Пробная перепись впервые будет проходить в 2 этапа. Она будет действительно в октябре этого года, совсем уже скоро. И первый этап этой переписи будет всероссийским. Всероссийским это будет интернет-перепись с 1 по 10 октября. Каждый житель Российской Федерации, как и каждый житель нашей республики, который имеет подтвержденную учетную запись, может самостоятельно заполнить переписные листы на себя и на членов своей семьи. А кто еще не получил эту подтвержденную учетную запись, вполне еще достаточно время, чтобы ее получить. А вот второй этап пройдет именно для жителей Хангаласского района, в нашей республике. Второй этап будет с 16 по 28 октября. И к тем жителям Хангаласского района, которые самостоятельно не переписались на портале госуслуг, к ним придет переписчик и традиционным способом заполнит переписные листы. А расскажите, пожалуйста, поподробнее, что именно обычно спрашивают переписчики, что они будут спрашивать в этом году, как-то изменились вопросы с предыдущими годами, может быть? Да, основной перечень вопросов, естественно, остается предыдущим. Это нужно для динамики, для сравнения, как наша жизнь меняется вот в течение 10 лет. Но появились новые вопросы, которые крайне волнуют всех нас в настоящее время. Это, например, с нашей теперь повышенной мобильностью, работой удаленным способом, появились вопросы, которые поясняют и показывают, а где ваше основное место работы, там, где вы живете, или в другом месте, насколько долго вы к нам приехали. Вот такие вопросы, которые помогут пояснить суть миграции, суть местонахождения работы. Это вопросы крайне актуальны в настоящее время. А еще есть такая информация, что можно отвечать на часть вопросов с помощью гаджетов. Можете ли прояснить по поводу этого ситуации? Да. Значит, вот опять это, если мы говорим про пробную перепись, да, тут новшество во всем. Во-первых, повторюсь еще раз, интернет-перепись. Во-вторых, переписчик в ряде регионов, кто-то придет традиционно с бумажным бланком, а кто-то придет с планшетами. Это тоже впервые, это тоже для статистики впервые, поэтому этот способ тоже такая тренировка, репетиция. И данные сразу же, получается, автоматически будут отправляться на единый сервер?
Данные мы будем опробовать все способы, как это все будет, и поэтому к всероссийской переписи населения 2020 года мы должны прийти подготовленными, и должно быть принято окончательное решение, каким все-таки образом будет проходить перепись. И самое главное, вот именно для жителей нашей республики хочу ко всем обратить всех внимание. У нас очень много труднодоступных регионов, и очень сложно добраться до всех, до каждого населенного пункта. Поэтому в прежние периоды перепись проводилась в несколько этапов, учитывая транспортную доступность. И начинали и в августе, и в сентябре, и в октябре. Вот по каждому населенному пункту изучалась прям логистика. А теперь определен единый период. Пока в пробную перепись определен один период для всех, и для труднодоступных, и не для труднодоступных, это октябрь месяц. И вот наша задача как раз пробную перепись определить, это возможно вообще или нет, чтобы в 20-ю перепись прийти уже с подготовленным решением. И еще, значит, это еще будет зависеть от того, а сколько человек сможет переписаться на портале госуслуг электронно. Это же тоже снизит трудоемкость тех, кто проводит перепись. Соответственно, это тоже каким-то образом должно определить трудозатраты переписчиков, трудозатраты органов статистики. Но с другой стороны, я говорю про статистиков, а с другой стороны, это большие преимущества и нашим гражданам, которые могут сидеть, не дожидаться, когда к ним придет переписчик, могут в удобное для них время зайти на портал госуслуг, самостоятельно все это сделать в удобное для них время. С развитием новых сфер жизни появились и новые виды исследований, которых раньше не было. А бывают ли неожиданные данные, которых не ожидали даже вы увидеть для себя? Да, вот отвечу сначала на первую часть вопроса. Конечно, время меняется, и статистика стала отслеживать такие направления, как применение нанотехнологий, как инновации. В последнее время мы очень активно изучаем вопрос доступности населения, доступности к интернет-технологиям. В нашей республике это крайне актуальный вопрос, с учетом, опять же говорю, труднодоступности и отдаленности наших территорий. А что неожиданного? Ну вот, например, одно из последних обследований условий жизни населения показало такое хорошее для нас событие, отмечено было статистикой, что гораздо больше людей стало вести здоровый образ жизни. А еще доля молодых людей, занимающихся спортом в Республике Саха-Якутия, значительно выше вот аналогичного показателя по Российской Федерации. А вот сельхозперепись, которая прошла в 2016 году, показала, что у нас уже выращивается виноград, разводят дивных зверей овчебуков, которые мы даже не знали, к какой категории надо сразу отнести. И еще, оказывается, разводят у нас заморских птиц-страусов. Вот так вот. Ирина Кулантаревна, спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. А я напомню, что у нас в гостях была Ирина Гаевая, руководитель Саха-Якутия-Стат. Поговорили мы о дальнейшей пробной переписи населения. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.